Сегодня во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Праздник, вызывающий у взрослых светлые воспоминания о детстве, наполненном теплом и счастьем. Это память о мире без зла и тревог, согревающая нас всю жизнь. С такими словами обратился к ребятне глава Ингушетии на своем официальном сайте. И где, как не в перинатальном центре, ощущается зарождение жизни, здесь каждое новое биение сердца – это напоминание о благополучии и развитии самого народа. О буднях стратегического для демографии объекта расскажет Ирина Цычуева. Крошечные ножки, крошечные ручки. Эти дети родились 21 мая. Это двойня, брат и сестра. Благодаря тому, что здесь есть прекрасные условия, врачам удается выхаживать этих детей. И когда они достигнут нужной массы, их выпишут вместе с мамочкой домой. Брат и сестра родились низкой массой тела. На двоих они весят килограмм 500. В специальных кюветах, где созданы все условия утробия матери, дети набирают необходимые граммы. Все малыши, которые родились раньше положенного срока, непременно попадают в отделение интенсивной терапии недоношенных. В основном здесь частые гости двойни. Месяц раз, там двойни бывает. Но в этом месяце у нас, конечно, перебор. 8 двойн. Из них только 2 двойни недоношенные. Остальные двойни, 6 мы уже выписали, в хорошем удовлетворительном состоянии. Сейчас выхаживаются 2 двойни у нас, они тоже с положительной динамикой идут. И еще 1 двойня есть, которая скоро собирается домой. В кювезе поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. С помощью многочисленных труб и проводов малыш присоединен к мониторам, капельницам и другим аппаратам, контролирующих пульс, температуру и дыхание. Здесь же рядом врачи проводят детям с ярко выраженной желтизной кожи специальную светотерапию. Ее осуществляют тоже в кювезе. Новорожденному на глазки надевают плотную повязку, чтобы защитить сетчатку глаза. Особая терапия здесь – присутствие рядом мамы. Такая атмосфера, по словам врачей, помогает поправляться быстрее. Хотя они и крошечные, и беззащитные, заботятся о них лучшие препараты и внимательные врачи. Инкубаторы для выхаживания новорожденных, где температура оптимальная для каждого срока создается, влажность создается, подводка кислорода, мониторирование всех основных параметров жизненных важных функций. Медперсонал, который обучены пользоваться этими аппаратами, кювезами и мониторами. Имеется штат, в штате имеются хирурги. Давай будем сейчас одеваться. Маленькая Хава родилась массой 800 грамм на 25-й неделе. Мама признается, такую кроху она еще никогда не видела. С первых дней жизни малышка под присмотром врачей в специализированной палате, где она наедине с матерью. Ее вес под контролем держат неонатологи. Очень через много болезней, преодолели очень много болезней. Это, конечно, я могу сказать, в первую очередь по воле Аллаха, а также, соответственно, из-за помощи, за усердие, труд и профессионализм наших врачей, конечно. Большинство палат одноместные, созданы условия для того, чтобы мама с ребенком чувствовали себя как дома. Оборудованы кнопки вызова врачей, кроватки детей со специальным подогревом. Дети рождаются с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела. Но есть и те двойняшки, которые рождаются с нормальным весом. Как, к примеру, Катиевы. Брат и сестра уже скоро поедут домой. У нас от 5-й беременности, 5-х родов, мальчик и девочка. Мальчик с весом 2,500, а девочка чуть побольше, 3,200. А эти условия, почему они в таких кроватках лежат? Они у вас оборудованы, это подогревы? Что это? Да, это кроватки с подогревом. У нас дети на фототерапии, у них специальные лампы от желтухи. И чтобы они не охлаждались, мы кроватку с подогревом делаем. Материнство и детство – особое направление здравоохранения. Благодаря открытию перинатального центра, где созданы мировые стандарты оказания помощи, региону удалось сократить младенческую смертность почти на четверть. Увеличились и показатели рождаемости. Отношение к детям у ингушей всегда было особенным. Ведь дети – это цветы, которые украшают нашу жизнь и придают ей смысл. Ирина Цычуева, Адам Далаков. Новости 24.